Подготовка к празднованию Дня независимости нашей страны идет полным ходом. Уже через пару дней вся страна отпразднует 33-ю годовщину независимости Кыргызской республики, а также столетие образования Каракыргызской автономной области. Празднование официально начнется здесь, на центральной площади Алато, с поднятия государственного флага на новый флагшток. Его специально реконструировали к этому празднику. Его высота составляет 100 метров. Функциональность флагштока уже проверили в тестовом режиме. Теперь остается торжественно поднять государственный флаг. Данный флагшток изготовлен в Турции и установлен совместно с турецкими инженерами. И в тестовом режиме флагшток полностью проверен, работает. Также поставлено место, будка для противопочетного караула для наших солдат, которые охраняют наш флаг. Созданы условия, система отопления и охлаждения полностью. Основные строительные мероприятия на центральной площади завершены. Сейчас здесь идут очистительные работы. Работники очистили фасады зданий и обновили фонтаны. Ко Дню независимости Кыргызстана благоустраиваются и развиваются в инфраструктурном плане другие части столицы. Строен также сквер в жилом массиве Авардов. Тоже планируется открытие на 31-го. Также на стадии завершения второй наш сквер в жилом массиве Ахпосово. Также у нас ряд социальных объектов, садики и музыкальная школа, и спортивные объекты тоже. В этом году Кыргызстан отметит День независимости с большим размахом. Культурную программу делегирует министр культуры Алтынбек Махсутов. Мы с 25 августа каждый день репетируем театрализованное представление. В нем примут участие 2200 человек. 2000 – это артисты, 100 постановщики и еще 100 человек техперсонал. Поскольку мы празднуем и столетие образования Каракыргызской автономной области, мы покажем историю кыргызского народа. Чтобы было интересным и зрелищным, мы подготовили специальную постановку, в которой совместили события нашей современности и прежнюю историю. Репетиция идет строго до 2-3 ночи. Организаторы приняли все меры для того, чтобы праздник прошел на высшем уровне. Так была приобретена специальная техника, которая обеспечит качественное освещение, профессиональное звуковое сопровождение, а также специальные эффекты. 31 августа здесь, на этой сцене, будет организован грандиозный концерт с участием как отечественных, так и зарубежных артистов. Однако новость о проведении концерта с участием иностранных исполнителей ко Дню независимости в Бишкеке вызвала обсуждение в обществе. Отдельные лица говорили, что на этот концерт страна потратит больше средств. Однако в Министерстве культуры сообщили, что зарубежные гости будут выступать по собственной инициативе. В своем интервью Исадыр Джапаров отметил, что был рад такой инициативе артистов. Когда министр культуры сообщил мне эту информацию, я действительно обрадовался. Раньше было много иностранцев, которые даже не знали, где находится Кыргызстан. Теперь же, если они хотят поздравить нас с независимостью и провести концерт для нашего народа, мы должны радостно принять такое предложение. Они сказали, что приедут и выступят без гонорара. Я только порадовался этому. Пусть Бог их благословит. Конечно, мы обеспечим им место для проживания и питания. Мы гостеприимный народ. В день праздника по стране общественный порядок будут обеспечивать более 11 тысяч сотрудников милиции. А с 30 августа по 2 сентября уже правоохранительные органы перейдут на усиленный режим несения службы. В том числе около 3,5 тысяч сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск будут обеспечивать общественный порядок на территории города Бишкек. До этого были изданы распорядительные документы Министерства внутренних дел об обеспечении общественного порядка. Разработан комплексный план мероприятий по проведению оперативно-профилактических мероприятий. Для обеспечения безопасности граждан уже с 26 августа на территории республики проходит комплекс оперативно-профилактических мер «Правопорядок», в рамках которого во всех регионах проводятся профилактические мероприятия «Арсенал нелегал бродяга». Ахмыр Нурдинова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.